Во дворе 18-го корпуса 202-го микрорайона на месте будущей детской площадки стоит торговый павильон «Поваренок» индивидуального предпринимателя Анжелики Беловой. Распоряжение о предоставлении данного участка под торговый павильон было подписано Егором Поповым, заместителем главы города Якутска по экономике и финансам. С иском о признании недействительным этого распоряжения в Якутский городской суд обратились жильцы 18-го корпуса. Я подала в суд на мэрию, потому что я считаю, что данное строительство незаконно, нарушает нормы Санпина, а также нарушает права детей. В 202 микрорайоне у нас 33 торговые точки шаговой доступности. Ну вот буквально рядом магазин Токко стоит, здесь вот значит, в начале подъезда магазин Умка, магазин Катарина и другие. То есть объектами торговли 202 перенасыщен. В соответствии с генпланом застройки 202 микрорайона предусмотрено расположение детской площадки напротив 18-го корпуса. Он является самым большим домом с 249 квартирами. На данный момент в нем проживает более 200 детей разных возрастов. С левой стороны у нас стоит 19-й корпус, там нет детской площадки. И если посмотреть направо, то тоже там стоит дом 18/1, у него тоже нет детской площадки. То есть у нас вокруг нет детской площадки, вот именно в этом углу 202 микрорайона. Предварительно, значит, предприниматель Белова жильцов ввела в заблуждение, тоже собирали здесь как бы подписи, да, на строительство магазина, как бы. Но и при этом она там пообещала, что все это мы обустроим, все это сделаем, хотя этого, конечно, нет. Вот. Естественно, мы, жильцы, конечно, возмущены. В ходе судебного заседания, прошедшего 26 сентября этого года, судья Ефремов постановил признать распоряжение заместителя главы городского округа город Якутск Егора Попова недействительным. Анжелика Белова, хозяйка павильона «Поваренок», отказалась давать комментарии и заявила, что не присутствовала на судебном заседании в сентябре и в данное время собирает документы, чтобы доказать свою правоту через мировой суд. В окружной администрации нам также отказались комментировать сложившуюся ситуацию, но в официальном письме ответили: необходимость согласования с жильцами дома о размещении торгового павильона действующим законодательством не предусмотрена. При этом отдельно оговорено, что магазин «Поваренок» установлен в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. Напомним, в то же время в генеральном плане застройки микрорайона на месте торгового павильона расположена, цитата, «площадка для подвижных игр». В данном случае объект не соответствует, согласно сведениям информационной системы, да, он не соответствует, получается, схеме размещения, да, он не получал, не согласовывал данную схему размещения, да, согласовывал только проект, более того, он противоречит Санпину, да, и, в общем-то, правда занимает территорию, которая могла быть использована для детей. О чем нам, кажется, говорит в письме, получается, это, даже мы посмотрим, по правам ребенка уполномоченный Республики Саха-Якутия также утверждает, что, пожалуйста, обратите внимание, уважаемый суд, о том, что проживает в этом доме большое количество детей, и это нарушает их права, потому что изначально при постройке того или иного здания, особенно жилого дома, прилегающая территория должна быть распланирована. То есть для того, чтобы там была зона и для детей, и для отдыха, и для озеленения. Поэтому получается, что все эти нормы были нарушены, и, конечно, решение обоснованное. Я считаю, что оно в апелляционной инстанции, скорее всего, должно устоять. Интересно, что в данном решении, да, у нас только о признании незаконным выделения данного земельного участка в аренду, но вот почему-то не требовали о понуждении снести данный павильон, да, или его убрать. Почему-то, ну, видимо, в последующем, я так понимаю, жители планируют обратиться еще раз в суд и попросить, учитывая, что обосновано уже, что незаконно выделили землю в аренду, просто переместить данный павильон, куда пожелает предприниматель. Судебное разбирательство продолжается. Отметим, что подобный случай не единичный. На улице Космонавтов 17/1 на месте детской площадки возводится магазин.